В Нарынской области для развития зимнего туризма прошел международный пресс-тур под названием «Нарын. Зимнее чудо». В нем приняли участие иностранные туристические компании, журналисты и блогеры, которые зарекомендовали себя в глобальном информационном пространстве, и часть из них уже готова предложить реальные проекты. Мы занимаемся таким проектом, называется Джаратман Аил, и это проект направлен на то, чтобы мы связывали туристов и местных жителей, чтобы максимально местные жители в Аилах смогли зарабатывать там на ремесле или даже показывать свой быт. Вот. И мы сейчас в каждом регионе собираем вот такую вот как бы туристическую небольшую карту. Также она будет создана и в Нарыне тоже. Собственно, лично я вот в этом туре вот по этому поводу. То есть вот возьмем мы контакты и у ремесленников, и у нас местных жителей. Вот мы с акимиатами, с мэриями, в общем, со всеми сотрудничаем. В пресс-тур по лучшим местам области отправилось более 50 зарубежных гостей из России, Сербии, Китая, Польши, Казахстана, Узбекистана и других стран. Гостям показали соляную шахту, известную своими лечебными свойствами, источник Кюгөн-Су, выставку Улутук-Даам и многое другое. А на замерзшем озере Аракёль прошли спортивные состязания. Природа замечательная, и просто мне понравилось все, что я видел. Там игры были. Национальные игры. Национальные, да. Обычай. И одежда у вас очень интересная, так, традиционная. Что я пишу для иностранных СМИ и журналов. Но буду публиковать, конечно, да. Международный пресс-тур продлился 3 дня. На фестивале Согум гости наблюдали за тем, как изготавливаются различные национальные блюда. На фестивале Бозо испробовали национальные напитки, увидели традиционные охотничьи и спортивные игры. И, конечно же, гости посетили знаменитый комплекс Таш-Рабат. Сегодня Нарынская область обладает прекрасными возможностями для развития зимнего туризма. Мы можем привлекать туристов и без строительства многоэтажных гостиниц. Многие гости говорят, что приезжают за тем, чтобы попробовать нашу кухню, поиграть в наши зимние игры. Люди в первую очередь хотят ощутить и увидеть образ жизни нашего народа. На сегодняшний день в стране идет строительство современных горнолыжных курортов. У Нарынской области тоже есть все возможности для развития зимнего туризма. Для этого у нас имеется фонд поддержки туризма. Пресс-тур завершился подписанием меморандумов с туристическими фирмами из Китая, Казахстана и Узбекистана для расширения взаимных связей в сфере туризма. Отмечается, что в прошлом году Нарынскую область посетили 44 862 туриста из ближнего и дальнего зарубежья. Мадина Низамова, Айдин Толёбеков, Татты Бюбюкинджи Акунова, Эльтер, Нарынская область.